Отныне для Мадины Водиловой повседневные домашние дела будут в радость. Она заключила договоры и теперь участвует в программе догазификации. Семья несколько лет назад подключила газ кустарным способом. Трубы маленькие, поэтому газ слабый. Зимой дом приходилось отапливать при помощи электроприборов. И таких домов, которые подключены к газопроводу кустарным способом, здесь несколько. Важно, чтобы в каждом доме газ провели профессионалы для безопасности самих же жильцов. Быстро, просто, а главное бесплатно. Теперь сотрудники Межрегионгаза сами выезжают к абонентам, чтобы те смогли подключиться. Специалисты помогают вплоть до написания самого заявления. От абонента требуется лишь подписать. 5 минут, а дальше дело за малым. Период уже устанавливается от расстояния газопровода. И вот примерно, если до 100 метров, то 30 дней. И если больше 100 метров, уже срок другой устанавливается. Это срок устанавливается при уже заключении договора на технологическое присоединение. Любой, кто желает участвовать в программе социальной догазификации, может обратиться к нам по адресу город Малыкбек, улица Асканова, 1. Там у нас находится эксплуатационная база, ремонтно-эксплуатационный участок Малыкбекского района. Также они могут в любом населенном пункте в администрации. Там у нас есть специалисты, которые принимают эти заявки. По количеству заявлений видно, работа эта крайне востребована. На догазификацию подано 900 тысяч заявок по всей стране. Половина из них оформлены в договоры. В Ингушетии одобрено свыше 300 договоров. К 100 домовладениям уже подвели и пустили газ. В этом году в селении Нижние Ачулыки по улицам Ведижева и Мира уже проложили сети. Сейчас работают над тем, чтобы провести газ и на улицу Советская. Программа догазификации у нас около 600 участков роздано по ТЖС, но там нету никакого газопровода. Так, газопровод до газификации ушло, и как-то ждаться, право установить документы ждаться. Халче царом 300, 400, 500 метров я должен. Проблема, люди не оформляются, и невозможно оформить возможность. Участвовать в программе догазификации может населенный пункт или микрорайон, где уже есть газопровод, а его расстояние до границ участка должно быть не больше 200 метров. Условием для принятия заявки по программе социальной догазификации является это предоставление правоустанавливающих документов на жилой дом, на земельный участок, копия паспорта заявителя и ИНН и СНИЛС. Это все обязательно является. Инвестиционный план расположения жилого дома. Закон о догазификации принят по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Программа реализуется до 2023 года. Хава Газикова, Хамзат Халухаев, Новости 24.